Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. «Женщины за духовность». Союз женщин России и его отделение в регионах, объединившись с Минкультуры, проводят фестиваль «Сказочный мир». Цель его проста и понятна, но от этого не менее важна – подарить сказку ребенку, попавшему в сложную ситуацию. А таких ситуаций, к сожалению, в жизни наших детей хватает. И добрая сказка, которая дарит радость и надежду в такой ситуации – самая лучшая помощь. Директор фестиваля «Сказочный мир» Элеонора Шумилова вспоминает. Когда-то она работала в Большом детском театре, на спектакль которого мечтали попасть все дети, в том числе те, у которых не было возможности в силу разных причин. А большие постановки, к сожалению, не были приспособлены к показу в школах и детдомах. В то же время в Москве было достаточно камерных театров с самым разнообразным репертуаром, про который никто не знал. И в связи с этим возникла идея, что, видимо, надо как-то собрать эти театры, раз есть такая потребность в обществе, как-то их собрать, отобрать лучшее, и это лучшее можно будет рекомендовать. Проект оказался настолько востребован, что продолжается уже 5 лет. В этом году фестиваль продолжается в 4 российских городах – в Туле, Рязани, Оренбурге, а также в Чебоксарах. Чувашия выбрана не случайно. Республиканский театр кукол уже несколько лет работает в проекте «К тебе сказка в дом пришла». Детьми научились, как нужно для них работать. Потому что актер, он же у нас художественный руководитель, он сам на себя взял эту миссию первый спектакль создать и изучить эту проблему, потому что каждый ребенок воспринимает по-разному. Спектакли для одного зрителя, которому трудно выйти на улицу и практически невозможно попасть в зрительный зал, проводят и Чувашский театр юного зрителя. Впрочем, в терапии искусством нуждаются не только дети с ограниченными возможностями здоровья. Вообще цель нашего социокультурного проекта «Сказочный мир» полностью цель. Театр всем детям. Чтобы театральное искусство было доступно всем детям, вне зависимости от обстоятельств их жизни, вне зависимости от места их жизни, вне зависимости от того, что с ними случилось, чтобы они могли получить возможность познакомиться с театральным искусством и, кроме всего прочего, через театральное искусство вернулись в великолепный мир литературы. Сказ «Рыбаки и рыбки» на новый лад. Знакомую всем с детства историю московские артисты переиграли, ввели новых персонажей. Золотая рыбка у них вовсе не золотая рыбка, а говорящий заколдованный принц. И старухи нет, зато есть молодая жена. И финал у сказки другой. Эту историю в рамках фестиваля в Чувашии смогут посмотреть около 300 ребятишек. Перед началом спектакля немного времени, чтобы подготовиться. Но артисты Московского театра «Театральный особняк» к привычной к любым условиям. Со своими постановками исколесили половину страны. С собой всегда все самое необходимое. Привозим костюмы, декорации и все, собственно, реквизит небольшой. Пока за кулисами идет перевоплощение, зал очень быстро заполняется. Сегодня в Национальной библиотеке воспитанники детских домов, специальных коррекционных школ республики, а также дети из социально незащищенных семей и дети-инвалиды. На самом деле этот форум, он сегодня дает возможность вам между собой пообщаться, понять, насколько мы богаты духовностью, нравственностью. Ибо в современной России в 21 веке, конечно, нам хочется, прежде всего, кто работает в органах власти, родители прежде всего хотят, чтобы дети, как ученики, превзошли своих родителей. Глава республики подарил руководителю проекта программы «Сказочный мир» Галине Федосеевой часы с государственной символикой Чувашии. В знак того, что в нашей республике всегда поддержат добрую и хорошую инициативу, особенно адресованную детям. После этого на сцене появилась настоящая сказочница, и чудо началось. Сказка о рыбаке и рыбке. Тогда встречайте артиста! 5 лет назад на Московском открытом фестивале спектаклей малых форм для детей «Сказочный мир» был признан лучшим спектаклем и получил гран-при. Постановка по мотивам сказок Пушкина и братьев Гримм, яркая, красочная, музыкальная, понравилась как детям, так и взрослым. Галина Титарчук, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов. Республика.
Индекс промышленного производства в январе-сентябре составил почти 113%. По организациям обрабатывающих производств – 114,3%. Это значительно опережает темпы роста в целом по России и Приволжскому округу. В ПФО, в частности, мы лидируем по производству машин, оборудования, транспортных средств. Занимаем 3-е место по издательско-полиграфической деятельности, 4-е по обработке древесины и производству изделий из дерева, 5-е по производству пищевых продуктов, включая напитки. Промышленным комплексом республики отгружена продукция и выполнена работа и услуг на сумму 109 миллиардов рублей против 95 миллиардов в аналогичном периоде 2011 года. Основная доля объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг, приходится на организации обрабатывающих производств. Среднемесячная заработная плата в обрабатывающем производстве по полному кругу организации составила 17,5 тысяч рублей против 15 тысяч в прошлом году. Правила игры на алкогольном рынке все больше ужесточаются. С 1 июля пиво приравнено к другому алкоголю. Теперь законодательно определены понятия пива и пивные напитки. Для алкоголя ограничивается место продажи. Продавать спиртное нельзя на остановках, как, впрочем, и в магазинах, вблизи детских, образовательных, медицинских учреждений и объектов спорта, культуры, на автозаправках и вокзалах, за исключением общепита. Для пива с содержанием этилового спирта более 5% введен комендантский час. Купить его можно лишь с 8 до 23 часов. А уже со следующего года ограничение коснется всей пивной продукции. Установить дополнительное ограничение времени, условий и мест розничной продажи алкоголя предлагают в правительстве республики. Соответствующий документ подготовлен Министерством экономического развития, промышленности и торговли республики. Подобные проекты уже приняты или принимаются в других регионах, но реакция в обществе на запреты и ограничения неоднозначная. Алкоголь берут под особый контроль. Ограничения на этом рынке уже действующие и предстоящие. Реакция на алкоголизацию населения и ее последствия. Россия среди самых пьющих стран мира. По разным данным, на одного человека приходится 15-18 литров в год. Считается, что критическая норма – 10 литров в год. Удручает то, что пьянство распространяется среди старшеклассников и подростков. В Чувашии количество больных алкоголизмом, зарегистрированных в наркологических учреждениях, растет. Все больше преступлений совершается в состоянии опьянения. В защиту нравственности, здоровья Института семьи и безопасности вдогонку к уже принятому федеральному закону профильное министерство подготовило свой проект, который предполагает дополнительные ограничения на продажу алкоголя в Чувашии. Такое право дано регионам. У нас до сих пор нет такого документа, как порядок определения мест массовых скоплений граждан и нахождения источников повышенной опасности, на которых ограничивается продажа алкогольной продукции. Кроме того, до сих пор не принят порядок определения прилегающих территорий к объектам, на которых вообще запрещена продажа алкогольной продукции. Вот в связи с этим мы приняли решение, что необходимо у нас в республике принять дополнительный нормативный акт, который вводит ограничения по местам продажи, по условиям, по времени продажи. Подтолкнули к такому решению постоянные жалобы на беспокойное соседство, поступающие от жильцов многоквартирных домов, в которых расположены объекты общепита. Правда, даже закрытые, но с оставшимися вывесками они притягивают определенный контингент. Рядом с бывшим баром, говорят жильцы этого дома по улице Лебедева, любители выпить открыли свою забегаловку под открытым небом. А рядом и детская площадка, и детские сады. Кто идет, все сюда. Из магазина идут. Вон, магазин, магазин там. Написано было, вон заклеили. Не работает. Все равно здесь и как, как пляж. Отдыхальные, вот как выразить. Если проект по доп. Ограничениям получит добро, то розничную продажу алкоголя в подобных заведениях ограничат. Соответствующую лицензию на торговлю спиртным не получат объекты общепита в многоквартирных домах со входом со стороны подъездов, детских площадок. Это коснется также зданий во дворах, пристроев к жилым помещениям. Полностью запретить продажу алкоголя авторы проекта предлагают в местах, где проводятся праздники и ярмарки. Табу будет действовать на определенных территориях в определенное время. Торговать спиртным
согласно документу, станет нельзя в магазинах, павильонах, палатках, на объектах общепита в так называемых рекреационных зонах, парках, скверах, городских садах и лесах, на озерах, прудах, водохранилищах, пляжах, а также в других местах, что отводится под отдых, туризм и занятия физкультурой и спортом. Исключение делается лишь для ресторанов. В этих зонах в соответствии с федеральным законом вообще запрещается распитие алкогольной продукции. Если запрещено, то почему там оно должно продаваться? По закону, федеральному закону можно было, то есть возможно торговать, но раньше, да, но при введении дополнительных ограничений, которые мы, да, примем, то мы запрещаем продавать торговлю и в этих предприятиях общественного питания. Дополнительные ограничения, по данным Минэко, затронут не так много объектов – от 30 до 50 организаций и индивидуальных предпринимателей в республике. Ожидается, что такой шаг поможет сократить возможность спонтанной покупки спиртного, привить культуру питья и, главное, снизить потребление алкоголя. К слову, в масштабах страны его хотят сократить до 6-8 литров в год к 2020 году. Но такая борьба с алкоголизмом вызывает противоречивые мнения, хотя большинство из опрошенных на улицах города уже голосуют за проект. Для спасения нашего народа, мне кажется, эта мера необходима. Если человек очень хочет, конечно, найдет. Но если у человека нет большого желания, он лишний раз не будет делать, искать другие средства. Конечно, за. Потому что уже и дети в школах пьют. Не то что... Вот у нас, я рядом живу, школа там рядом. Дети выходят на перемене и частенько видишь, что они пьют пиво. Запретить вот в школах, в домах действительно, где люди проживают, там действительно запретить. А лучше больше открыть питейных заведений, где можно зайти, допустим, 100 грамм выпил, закусил, как где-то в Германии. Вот я жил 5 лет в Германии, жил, там везде не запрещено. Документ о дополнительном ограничении времени, условий и мест розничной продажи алкоголя в правительстве республики рассчитывают принять в ближайшее время. В таком случае по новым правилам придется жить уже с начала 2013 года. Центр занятости населения города Чебоксары предоставляет безработным гражданам государственную услугу по социальной адаптации. На тренингах повышения конкурентоспособности на рынке труда, развитие активности в трудоустройстве, технология успеха участникам предлагается оценить свою квалификацию, выявить конкретные барьеры в трудоустройстве и преодолеть их, обучиться искусству общения, составить конкретный план действий по поиску работы, обрести навыки беседы с работодателем, обучиться правилам составления резюме и деловых писем. В этом году уже 945 безработных граждан прошли социальную адаптацию. Из них 297 человек трудоустроились, 289 направлены на профессиональное обучение. 342 безработных гражданина в возрасте 16-29 лет, 63 инвалида и 25 человек, уволенных с военной службы, обучились технологии трудоустройства. Большинство слушателей составили женщины – 587 человек. Награды для юных художников. Национальное телевидение Чувашии подводит первые итоги конкурса «Нарисуй торт». За 2 недели в нашу редакцию было прислано более 100 разных рисунков. Из них удалось собрать целую выставку. Имя финалиста, по чьим эскизам изготовит именинный пирог, будет известно позже. Но призы уготовлены для всех участников. Сегодня вручили подарки самым активным – воспитанникам школы детского сада «Надежда». Эти ребята просто удивили членов жюри своей оригинальностью. Эскизы для будущих тортов они не только рисовали, но и лепили из пластилина. Выбрать лучшие работы было непросто. Воспитанникам коррекционной школы «Надежда» фантазии не занимать. Призерами престижных художественных конкурсов они становятся часто. Я очень много грамот получила, очень много рисунков. Я сама дома очень рисую. Цветы, какие рисунки у меня получаются, такие я и рисую, пытаюсь сама сделать. Одна из участниц на своем рисованном тортике изобразила аиста с младенцем, решив, что год для телеканала – это только начало большого пути. Подобных креативных идей было множество. Награды решили вручить всем юным художникам. Награды победителям вручали и сотрудники научно-производственного комплекса «Элара», которые несколько лет назад взяли «Надежду» под свое шефство. Они тоже отобрали лучшие рисунки. Подобные конкурсы, они стимулируют детей творить.
рисовать, петь, танцевать. Ну, вообще любая творческая активность, она полезна. И оценить ее сейчас невозможно. То есть она формирует личность человека. Поэтому чем больше таких мероприятий будет проводиться, тем лучше. Встреча, надеются организаторы конкурса, далеко не последняя. В декабре национальное телевидение планирует провести еще один конкурс – новогодний. Ребята пообещали, что они станут его активными участниками. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Чувашские кикбоксеры заняли призовые места в Кубке мира, который проходил в Анапе в начале октября. За право быть лучшими боролись около 1000 спортсменов из разных стран мира – Бразилии, Индии, Ирака, Казахстана. Россия представила самых достойных спортсменов. Ежедневные тренировки по несколько часов, железная выдержка и работа над ошибками – вот цена победы над собой и своими противниками. Перед тем, как поехать на соревнования мирового масштаба, каждый из чувашских кикбоксеров выкладывался на 100%. Стены небольшого тренировочного зала в Дворце детского и юношеского творчества тому свидетели. И заслуженный тренер России Леонид Иванов знает, как сложно дается победа. Благодаря стараниям нашим ребятам, они все лето, не выходя из зала, работали, тренировались, готовились. Вот у нас парень Шишокин, он является сотрудником СОБРа МВД по Чувашской республике. Он тренировался на своей базе, готовился по рукопашке чемпионату России. Он там удачно выступил, там 6 боев провел и находил время к нам приходить в зал. Техника, наработанная из года в год, в принципе, в своей манере проводил бой, как мне было удобно. В принципе, они не могли подстроиться под меня. В принципе, вот я и поэтому их, наверное, и выиграл. Большое спасибо, наверное, моим родителям, то, что они верили, переживали, болели за меня, внесли, в принципе, в меня большой вклад, то, что отдали меня в спорт. Полный комплект медалей «Золото, серебро и бронзу» привезли Ирина Спиридонова, Андрей Шишокин и Андрей Ксенофонтов. В декабре этого года они вновь попробуют свои силы на Кубке России. Будем ждать новых побед. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Свое намерение принять участие в 27-й Всемирной летней универсиаде 2013 года в Казани выразили представители 60 стран. Большая часть из них, 36, подали заявку онлайн. Остальные прислали заполненные формы по почте. Подготовку к этому спортивному празднику Казань начала еще в прошлом году со строительства спортивных объектов и сооружений. Приглашения к участию в самых масштабных студенческих играх в истории, которые пройдут летом 2013 года, были разосланы 6 июля, ровно за год до старта игр. Получателями приглашений выступили национальные федерации студенческого спорта, как входящие в Международную федерацию, так и не являющиеся членами ФИСУ. На сегодняшний день можно прогнозировать, что на универсиаду в Казань приедут представители примерно 170 государств. Суммарное число спортсменов и членов официальных делегаций планируется в рекордном количестве – 13,5 тысяч человек. Окончательный список стран-участниц Всемирных студенческих игр будет сформирован 6 января 2013 года. Последний день приема заявок. Из Чувашии в Казань на универсиаду собираются примерно 400 волонтеров. Столько на сегодня зарегистрировались на сайте Центра молодежных инициатив. Однако повезет не всем. Квота для нашей республики 200 человек. Причем требования достаточно жесткие. Надо в совершенстве владеть английским языком, разбираться в волейболе и борьбе. Такие направления закреплены за волонтерами из Чувашии. Регистрация заканчивается 9 ноября. Потом начнется собеседование с претендентами. Большой КВН в очередной раз добрался до чебоксарской сцены. В столице республики 10 команд сразились за право выступить в финальной игре Поволжской лиги веселых и находчивых. Она состоится в конце ноября в Самарской области. Претендентов на главный кубок отбирали в Чебоксарах. За самой веселой дуэлью лучших КВНщиков наблюдали мои коллеги Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Мы начинаем КВН. Коронную фразу самой веселой игры этим командам пока произносит не Александр Масляков, но до московской сцены им уже рукой подать. Для победы нужны только хорошие шутки. КВНщики из Екатеринбурга называют себя самой интеллектуальной сборной. В каждой миниатюре они готовы найти свой научный подход. Артисты команды даже в одиночку могут рассмешить большой зал. Привет, красавчик. Меня зовут Элли из Канзаса.
А за самарскими КВНщиками прочно закрепилась амплуа женской команды с долей мужского юмора. Между очаровательными артистками и их сильной половиной на сцене все время разворачиваются споры. Уступать не желает никто. Люди в погонах тоже играют в КВН. Сборная МВД уже несколько лет подряд веселит чувашских зрителей. Все артисты этой команды – реальные сотрудники полиции. Коллеги по службе к их увлечению привыкли и даже помогают придумывать миниатюры. У КВНщиков, как и у спортсменов, тоже есть свой биатлон. В финале этого конкурса на сцене остаются только две команды. Побеждает самая лучшая шутка, а набранные баллы решают исход всей игры. Вчера сборная Индии проиграла сборной Бразилии по футболу. Жалко, на корову играли. Поволжская считается одной из самых престижных лиг в КВН-союзе. Именно здесь в свое время играла чебоксарская команда «Общага», которая теперь покоряет телевизионные игры веселых и находчивых. Эта лига достаточно сильная считается среди всех амиковских, потому что именно из нее вышло очень много чемпионов. Сейчас просто не буду перечислять, потому что боюсь ошибиться. Но лига действительно очень сильная. То есть чемпион Поволжья, это все время даже сразу он либо в премьерку переходил, либо в первую лигу. У нынешних сборных тоже есть шансы продвинуться выше. Члены жюри подмечают, что молодое поколение КВН даст фору многим командам. Я уже немножко гурман такой юмора. Мне уже что-нибудь необычное подавай такое, чтобы посмеяться. И я сегодня прям очень смеялся на некоторых местах, даже так, когда слезу вытираешь там. Душите мартышек лемурами. То есть какие-то такие странные, необычные вещи, они мне очень близки. На чебоксарской сцене победу одержал уральский юмор. На финальную игру Самарскую область отправится команда из Екатеринбурга. Сами веселые и находчивые обещают, что в следующем году они попытаются пробиться и к самому Александру Маслякову. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До встречи на нашем канале завтра в это же время.